Ну, работаем на svim направлениями, где нужно около Донецка. Ну, приехал с Маринки, работал там 150-ю бригаду, это россияне. Ну, работаем с кем, как они с нами сотрудничаем, и с ними, но все равно мы союзные силы, не можем отвоять, вот вы такие, мы такие. Все работаем вместе. Но обстановка хорошая. Маринка, ну, почти 2/3, можно и больше, ведь освобождено. Это там, ну, можно бы было освободить целую, наверное, СОС за еще один день, но командование не разрешает идти вперед, пока артиллерия все не зачистит хорошо, потому что, ну, чтобы потеря были намного меньше, но что было раньше. То есть берегут, собственно, вас? Да, берегут бойцов. И это и принцип работы. Еще, ну, вот мы когда приехали с Лисичанска примерно так брали, функционирует отлично. Потеря намного меньше, результат лучший. Ну, чуть медленнее идет, но ничего страшного. Лучше 2 месяца, 3 месяца больше воевать, но с меньшими потерями. С винтовкой Мосина. Винтовка Мосина, ну, это, когда увидишь ее, не узнаешь, что это винтовка Мосина. Я переделал за цел наш батальон все винтовки. Переделали, сделали специально деревянные ложи, с которыми удобно стрелять и лежа. Переделали кронштейны, новые прицелы ставили, так что вот ребята, которые обучаем, это 109-й батальон 100-й бригады, они ведь стреляют с 800 метров в грудную мишень с винтовку Мосина с простым ЛПС патроном. Так что со снайперским патронами и больше. Вот все говорили, ну это невозможно, это Мосинка. Нет, тут все возможно, надо просто, ну не надо сразу сказать, ну нет и все, ну надо стараться. Вот мы старались, вот и ребята молодцы. И то все мобилизировано, не как и профессиональные войны. И все работают, вообще тут молодцы такие. У меня дом в России, я дом там построил. 1,5 года я после последнего ранения лечился, за это время женился. Я слышу часто, что люди говорят, и многие эксперты это говорят, это просто они делают сбок безысходности. Значит, это, что на передовой у них не получается, они это так, а я вообще не согласен. Это очень хорошо, правильно передумана тактика. По какой причине? Сейчас, если посмотришь, ну я часто смотрю украинские СМИ, потому, ну, просто нужно так. Что они говорят там? Мы не теряем территорию, мы просто уступаем, завлачимо россияне в ловушку, а в это то же время мы бомбардуем Донецк, делаем теракты везде, бомбим российскую территорию, Горловку, Луганск, и они это делают. Вот, и они это приказывают как свою победу. И куча людей на территории Украины верит в это. Это медийно, это свои потеры на передовой, там реально у них просто огромные потеры. Я когда-то вчера прочитал, где-то 70 с лишним тысяч, говорят, что убитых, но там 2 раза больше. Вот. Я был и на Киеве, и на Изюме, и Лисичанске.